поздравляю всех с праздниками замечательными. С днем рождения Мифтахиддина Акмуллы. Мы отмечаем большой юбилей, 190 лет. Считаем это еще одним праздником учительства и просветительства. И не случайно он приурочен к Дню башкирского языка. Действительно, сегодня у нас несколько знаковых мероприятий. В чем-то они традиционные, в чем-то нет. Это прежде всего национальный педагогический форум. Он собирает большую площадку ученых, педагогов по нескольким направлениям. Проводится это мероприятие под эгидой Министерства просвещения, правительства республики. И в работе задействовано несколько зарубежных вузов, все педагогические университеты. И состоится очень хороший разговор по проблемам образования, начиная от истории образования, заканчивая, скажем так, проблемами качества образования. В то же время будет площадка очень хорошая, традиционно называется она «Духовный мир исламских народов», который мы проводим в Центральном духовном управлении мусульман Российской Федерации. Речь пойдет о безопасности, о духовном развитии, воспитании молодежи. И также, вот, кроме таких мероприятий, у нас будет международная конференция математиков, в которой принимает участие академик РАН Садовничий Виктор Антонович, посвященная его учителю, выдающемуся математику Костюченко. И вот такая череда мероприятий будет всю неделю. Кроме того, сегодня будет традиционное торжественное мероприятие вручения стипендий правительства республики лучшим студентам вузов и колледжей, 15 человек. И, конечно, это возложение цветов на площади Акмуллы возле памятника Мифтахиддину Акмулле, где мы надеемся примет участие глава республики. Слушайте, ну очень такая большая программа на самом деле. А вот смотрите, как вообще в университете, внутри университета, может быть, чтят, да, традиции, те, которые пропагандировал Мифтахиддин Акмулла, да, вот, то есть есть ли связь непосредственно вот какая-то внутри университета? Конечно, мы прежде всего считаем, что значимость Акмуллы в том, что, конечно, он поэт, мыслитель, философ, но прежде всего это просветитель. Недаром его считают учителями башкирский народ, казахский народ его считают своим. И в этом смысле профессия учителя и педагогический университет, конечно, вот эта миссия просветительства, она является частью нашей профессии, нашего призвания. Могу сказать, что практически все мероприятия так или иначе связаны с этой великой миссией, но могу отметить, что мы начинаем эти мероприятия. Для студентов у нас разработан целый курс академический по акмулловедению, где студенты первого курса, независимо от направления, изучают не только творчество Акмуллы, скажем, историю образования Башкортостана, Уфы. Это различные конкурсы для школьников. Вот буквально 10-12 декабря состоялся Акмуллинский диктант. В нем приняло участие 25 тысяч человек из 30 регионов России, 7 стран. Он проходил на онлайн-площадке. Это конкурсы для школьников 10-11 классов, где они тоже могут себя проявить и как поэты, то есть они присылали свои произведения, эссе, стихотворения, какие-то сценарии. Вот буквально сегодня состоится подведение итогов. Конечно, мероприятие, которое в свое время Салават Талгатович, наш ректор, инициировал, это видео-челлендж, когда каждый желающий может тоже прочитать стихотворение на разных языках, посвященное образованию, стихотворение Акмуллы. Вот. И мы очень рады тому обстоятельству, что кроме вот таких мероприятий традиционных, у нас еще появляются проекты, связанные с Акмуллой. Ну, например, из последнего это проект, который предложили наши молодые ученые, студенты. Это блок-тур по следам Акмуллы. Суть его в том, и мы получили грант, кстати, Росмолодежи, то, что по памятным местам, связанным с Акмуллой, это в Башкортостане, в Челябинской области, будет создан документальный фильм, записаны видеоролики, чтение стихов, и все это мы выложим на цифровой платформе. Кроме того, на цифровой платформе, которую мы разработали, кстати, для популяризации башкирского языка, и деньги были выделены республикой, называется «Мы башкиры», эта платформа работает. В ней принимают участие различные, скажем так, сообщества из Кыргызстана, Таджикистана, наши земляки, Узбекистана. В общем, принимают очень даже такой международный, международный формат. На самом деле очень живая площадка. И вот одна из акций, связанных с Акмуллой, это запись золотых лекций акмулловедов, лауреатов Акмуллинской премии, ведущих ученых, скажем так. Поэтому
достаточно большая работа проводится в педуниверситете, в республике, которую мы связываем с Мифтахидином Акмуллой.